Здравствуйте! В эфире телеканала программа «Актуальное интервью», в студии Кристина Якупова. Экономика республики является лидером на Дальнем Востоке. В 2022 году экономический рост превысил 8%. Это выше, чем в среднем по стране и по Дальнему Востоку. Об итогах социально-экономического развития за прошедший год и задачах на текущий мы побеседуем с гостьей студии Майей Даниловой, министром экономики Республики Саха-Якутия. Майя Андреевна, здравствуйте. Здравствуйте. По росту промышленного производства Якутия занимает 8-е место в России. Ежегодно обновляются рекорды добычи угля, нефти, газа и золота. А как же другие отрасли, что кроме промышленности влияет на экономический рост? Да, каждый 5-й рубль добавленной стоимости на Дальнем Востоке создается в Республике Саха-Якутия. И, конечно же, большую долю, больше 50% занимает промышленность. Но есть и другие сектора экономики, которые дают рост. И вот один из наибольших приростов в этом году, в прошлом году, да, показала строительная отрасль, строительный сектор. Это связано с ростом инвестиций в основной капитал. В прошлом году было вложено 485 миллиардов рублей инвестиций в основной капитал в экономику Якутии. Также повлияли темпы жилищного строительства. Было введено более 584 тысяч квадратных метров жилья. Следующий такой сектор, который тоже в плюсе, это предоставление различных услуг, социальных услуг, услуг образования, здравоохранения. Тоже прирост более 7% показала. Да? И следующий сектор — это транспорт. Транспортные услуги возросли примерно на 6%. Это грузооборот транспорта увеличился. Несмотря на то, что были кризисные явления, значит, в авиационной отрасли, те программы субсидирования наших внутренних пассажирских перевозок также помогли, значит, сохранить темпы пассажирооборота. Влияет также и торговля. Да, торговля тоже оказалась в плюсе, плюс 4%. И здесь, значит, делится оптовая торговля, да, в которой рост составил более 30%. Но также в плюсе и розничная торговля, оборот общественного питания. Ну и, конечно же, сельское хозяйство, хоть и небольшая доля, но тем не менее положительная динамика, плюсом 1,5%. И вот все эти отрасли в совокупности создали тот добавленный продукт республики. Суммарно он приблизился уже к 2 триллионам рублей. 2022 год в республике прошел под знаком юбилея столетия образования якутской автономии. Была поставлена задача ввода 100 социально значимых объектов. Достигнуты ли эти цели? Да, цель достигнута, построено, введено, да, более 100 объектов, 101, если быть более точным. И это около 30 школ, 19 детских садов. Среди них можно выделить школу Айкагата, международную арктическую школу, да, вот такие крупные объекты. Ну и в каждом улусе также есть свой объект столетия СССР. Был такой подход, который был сформирован еще в 2014 году, когда формировали перечень, да, столетия. И нужно отметить, что кроме социальных объектов в этот перечень входили и проекты, связанные с жизнеобеспечением населения. Это и в первую очередь Якутская ГРЭС. Это были и котельные, которые так необходимы, да, в наших сельских населенных пунктах. И еще один такой объект, связанный, хотела бы выделить, с формированием несырьевой экономики, это IT-центр в городе Якутске. Он в декабре 2018 года был введен, и этот опыт еще распространяется в улусах республики. И вот по состоянию на конец прошлого года 18 IT-центров было создано в Республике Саха-Якутия. За счет каких источников финансирования были введены эти объекты? Как помогли национальные проекты? Более 2/3, это 69 объектов, было построено по прямому бюджетному финансированию. Да, из них 47 объектов с участием федеральных различных программ. Конечно же, в последние 3 года увеличилось значение национальных проектов. В целом, за счет национальных проектов в Республике Саха-Якутия построено
около 70 объектов, и в том числе в 2022 году 20. Да? Но это не обязательно те объекты, которые входят в перечень столетних, в столетие СССР. Это вообще в целом у нас в республике за последние 5 лет, с 2018 года, введено 274 социальных объекта. И вот у нас задача на 2023 год ввести рекордное количество, 72 таких вот очень важных для населения республики объектов. Кроме бюджета, привлекаются ли частные инвестиции в социальную сферу? Безусловно. Я уже отметила, что 2/3 из вот, перечня столетия было введено за счет прямого бюджетного финансирования, а вот оставшаяся 1/3 — это частные инвестиции. К примеру, это физкультурно-оздоровительные комплексы, которые построены по программе «Газпром детям», целевой фонд будущих поколений за счет отчисления Алроса тоже строил объекты. Среди них тоже можно выделить социально-реабилитационный центр в Мирном, в Нюрбе, различные культурно-спортивные комплексы. За счет средств Роснефти, спонсорских пожертвований, построена Малая академия наук, тоже недавно введенная в Республике Саха-Якутия. И, соответственно, вот частные партнеры активно участвуют в социальной сфере республики. Ну и мы тоже стараемся привлекать наших частных партнеров в рамках государственно-частного партнерства, концессионных соглашений. И сейчас мы упор делаем на софинансирование из федерального бюджета при заключении этих концессионных соглашений. И в ближайшие 2 года, например, да, вот по программе Минпросвещения России с участием ВЭБ-РФ, да, будет построено в рамках концессии 4 школы в городе Якутске. Какие инвестиционные проекты были реализованы, если не учитывать силу Сибири, и что мы ожидаем в этом году? В 2022 году среди крупных объектов можно отметить обогатительную фабрику на Ильгинском угольном комплексе. Построен также первый этап грузового терминала в Нижнем Вестяхе. Вышло на проектную мощность Нежданинское месторождение. Да, до Нежданинского месторождения была построена ВЛ 110 киловатт. Вот. И на 2023 год тоже задачи не менее амбициозные. На Ильгинском угольном комплексе будет построено еще 6 обогатительных фабрик. Начнется первые поставки руды, железной руды в Республике Саха-Якутия, Севаклинского месторождения. Шахта Наглинская продолжит развиваться, там тоже обогатительная фабрика будет введена. А если говорить о проектах не сырьевого сектора, да, то в этом году планируется ввести в первую очередь Жатайской судоверфи. Также 6 аэропортовых комплексов в республике завершат свою реконструкцию. И 6 еще объектов жизнеобеспечения тоже можно выделить. Это система водоснабжения в Верхневилюйском районе, в Амгинском районе. Задачи амбициозные. В декабре прошлого года сенаторы приняли постановление Совета Федерации о государственной поддержке социально-экономического развития Республики Саха-Якутия. Что получит республика от реализации документа? Постановление Совета Федерации о социально-экономическом развитии в республике принимается уже 3-й раз каждые 5 лет. Да? И республика — это единственный, кстати, субъект Российской Федерации, в котором уже 3-е издано постановление Совета Федерации. И если ранее включались вопросы, связанные с законодательным обеспечением, да, то вот специфика нового решения заключается в том, что в нем даны поручения федеральному правительству, именно конкретные, пообъектные поручения о привлечении изыскания источников финансирования, да, на различные объекты. Это такие объекты, как Ленский мост, безусловно, да, но также мы поставили вопросы, связанные с 5 аэропортами в Республике Саха-Якутия. 6 новых школ тоже планируется в рамках данного постановления реализовать. Привлечь средства тоже планируем федерального бюджета на строительство здания Высшей школы музыки, учебно-лабораторного комплекса, медицинского института Северо-Восточного федерального университета. В
важные для республики социальные объекты тоже в этом постановлении указаны. И уже летом этого года сенаторы будут рассматривать итоги промежуточной реализации этого постановления. Мы надеемся на то, что будут положительные решения. В современных условиях все актуальнее становится экономическая и продовольственная безопасность. Как в республике будет поддерживаться местное производство? Поставлена задача создать по аналогии с территориями опережающего развития свои территории, но именно для развития местного производства. В этих территориях будут применяться различные льготы по местным налогам, по республиканским налогам. Также планируем предоставлять субсидии на часть страховых взносов. Да, и уже определены площадки для 2 территорий в Хангаласском улусе и в Намском улусе. Есть еще желание у других муниципальных районов, да, Горный район, город Якутск, также Мегино, Хангаласский улус. Все это будет рассматриваться, и соответствующие решения тоже будут принимать. Майя Андреевна, какие приоритеты у министерства при определении задач на этот год? Я уже упомянула о территориях развития местного производства. Вот у нас задача, значит, создать не менее 2 таких территорий. Также мы продолжим работу, значит, связанную с созданием благоприятного инвестиционного климата. Должны сократить административные барьеры, чтобы сократить время путь инвестора на 35%. Да? Вот. И также продолжим работать по привлечению, значит, федерального финансирования по тем новым инвестиционным механизмам. Инфраструктурный бюджетный кредит планируем сейчас заявиться на реализацию мастер-планов города Якутска и города Нерюнгри. Майя Андреевна, спасибо за беседу, что ответили на наши вопросы. Спасибо. Это была программа «Актуальное интервью». Оставайтесь на нашем телеканале.